В мае управляющие компании, не имеющие лицензии, могут уйти с коммунального рынка. С этого месяца в законную силу вступили поправки в жилищный кодекс, который президент страны утвердил еще в прошлом году. Что нужно, чтобы получить лицензию и ее не потерять, узнал Сергей Алексеев. На сегодняшний день в республике из 178 управляющих компаний лицензию не получили 47 управдомов. Но это не значит, что дома останутся без управления. Во-первых, компания вправе повторно подать заявку на лицензию. Во-вторых, оставить дома бесхозными не разрешит закон. В течение 15 суток органы местного самоуправления оповестят жильцов о том, что их УК теперь не вправе обслуживать их жилье. На общем собрании собственники решат, какой способ управления им подойдет. Будет ли это ТСЖ или новая управляющая компания из числа тех, что уже имеет лицензию. Если же управляющая компания отказывается от своих обязанностей, мотивируя тем, что не получила лицензию, во время отбора претендентов на обслуживание многоквартирки, а он продлится месяц, назначается временная УК. То есть, что бы ни произошло, дом не окажется брошенным в любом случае. Когда будет проводиться общее собрание и либо конкурс по отбору управляющих компаний, орган местного самоуправления вправе назначить временную управляющую компанию, заключив договор временного обслуживания. То есть дома не должны оставаться без управления, без обслуживания. После получения разрешения управдом не сможет вздохнуть спокойно. Лицензия на осуществление деятельности дается не для галочки. Теперь помимо текущих работ управляющая организация должна наблюдать за домом и оперативно реагировать, если потребуются дополнительные работы, а также согласовывать свои действия с собственниками и предлагать разные варианты решения проблем. В поправках предусмотрены и штрафные санкции. За неисполнение предписания будут бить рублем. Проштрафившиеся должностные лица за нерадивость заплатят от 50 до 100 тысяч, а юридические лица от 150 до 250 тысяч рублей. Более того, если управляющая компания получит 2 административных взыскания по одному дому, ее лишат права управлять им. Когда запретных домов набирается более 15%, у управдома в судебном порядке аннулируют лицензию. В то же время в ряде управляющих компаний с пониманием относятся к нововведению. Все-таки повышает ответственность управляющих компаний, стимулирует на более лучшую работу, так как есть шанс лишиться этой лицензии и, соответственно, прекратить работу по данному виду деятельности. Сейчас обсуждается еще одно нововведение, по которому руководители ТСЖ и ЖСК должны будут, так же как это уже сделали главы управляющих компаний, сдать квалификационный экзамен на знание жилищного законодательства. Так что в скором времени к управлению недвижимостью будут допускаться только профессионалы или компетентные лица. Сергей Алексеев, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.